Усім прывітанне, гэта стартапніца, праграма Еўрарадыё, у якой мы звычайна размаўляем пра бізнес-праекты, пра інвестыцыі, пра тое, як прайсці некалькі раўндаў акселератара і гэтак далей. Але сёння у нас эфір незвычайны. Апошнія пару тыдняў у Беларусі толькі і размоваў, што пра палітыку, пра выбары, і у нас у гасцях з намі на сувязі зараз стваральнік платформы «Голас», якая была створана, як не складана здагадацца, для падліку галасоў на прэзідэнцкіх выбараў. Павел Лібер. Прывітанне, Павел. Добрый день. Павел, ці не страшна вам раскрываць інкогніта? Я да сённяшняга дня не ведаў, хто стварыў «Голас». Учора, я так разумею, выйшла інтэрв'ю з вами на радыё «Свабода», і гэта было бадай што першае з'яўленне ў пабліку таго чалавека, які, уласна кажучы, за ўсім гэтым і стаіць. Што цяпер вы адчуваеце, ці не непакоіцеся за будучыню? На самом деле за «Голосом» стоит достаточно большая команда, это почти 40 человек, и даже создателей разных стримов там много, поэтому я не один из них, я в прекрасной компании. Действительно, до этого мы целиком и полностью сохраняли анонимность, потому что это нужно было для безопасности проекта, и даже сегодня я нахожусь не в Беларуси, я временно выехал за рубеж, потому что для стабильной работы проекта это пришлось сделать почти всей команде. Я чувствую облегчение, потому что достаточно тяжело работать над подобным проектом, никогда не появляясь в паблик, читать комментарии, как можно ожидать чего-то от анонимной платформы. Теперь все знают, что платформа не анонимна, что за ней стоят не какие-то незнакомые люди, за ней стоят совершенно конкретные белорусские айтишники, которые хотят сделать мир лучше, жизнь лучше и хотят сделать хороший инструмент для цифровой перепроверки голосов на выборах. Як вы лічыце, ці выканаў «Голас» сваё прызначэнне на беларускіх выбарах вось цяпер летом 2020 года? Безусловно, да. Я считаю, что он выполнил, даже перевыполнил свое назначение, потому что «Голос» — это не только про числа. То есть вчера мы выпустили финальный отчет, в котором были числа, и эти числа показывают, что выборы были сфальсифицированы. И с этими числами очень сложно спорить, потому что за ними есть фотографии реальных протоколов, информация с реальных участков. Ну, то есть мне очень хочется посмотреть на людей, которые постараются наш отчет опровергнуть. Но «Голос» прежде всего был не просто про числа. «Голос» был в первую очередь про создание гражданского общества в том числе, потому что люди, которые верили в платформу, которые репостили ее в соцсетях, которые сражались за шторки, за право фотографировать в участках, все они показывали председателям участковых комиссий свою гражданскую позицию, и каждый председатель участковой комиссии стоял перед этим нелегким выбором, фальсифицировать итоговые результаты или нет. И мы видим, что достаточно большое количество председателей выбрало в итоге не фальсифицировать итоги, и те, которые те участки, на которых мы нашли расхождение, сегодня граждане самоорганизуются для того, чтобы пересчитать свои голоса уже в офлайне через физические подписи и удостовериться, что их действительно обманули. Поэтому «Голос» сыграл сразу на нескольких полях. Я считаю, сыграл очень успешно, потому что и на уровне чисел, и на уровне вот этого гражданского контроля он прекрасно отработал все ожидания от этой платформы. Павел, як вы лічыце, у, скажем так, звычайнай краіне, дэмакратычнай, ці была б вакол «Голаса», ці быў бы падобны розгалас вакол «Голаса», да, прабачце за таўталогію, ці увогуле такая праграма не патрэбная, а вось яна патрэбная менавіта ў Беларусі, дзе наконт выбараў, наконт іх вынікаў ёсць сумневы? Безусловно, в стране, где процесс выборов абсолютно прозрачен и понятен населению страны, где есть высокий уровень доверия к процессу выборов и людям, которые занимаются пересчетом наших голосов, безусловно, там такая платформа не нужна. То есть мы понимаем, что даже в странах
в странах с очень развитой цифровизацией всех процессов цифровые продукты являются дополнением к обычному процессу, а не заменой этих обычных процессов. Соответственно, платформа «Голос» создавалась, поскольку было огромное количество людей, которые не доверяли официальным выводам Центральной избирательной комиссии. Именно поэтому платформа «Голос» в Беларуси стала так популярна. Именно поэтому мы увидели, что огромное количество людей на самом деле либо не доверяет, либо хочет перепроверить. И это же ненормально, когда такое количество людей в стране не верит в то, что выборы честные, хотят пользоваться диджитал-продуктом для перепроверки. Вот именно поэтому, я думаю, «Голос» и сыграл свою роль в Беларуси. Мне здавалася раней, што вы ўсё ж такі сыходзілі з крыху іншай вось такой перадпасылкі, да, і голас, насамрэч, ён жа мог прынесці іншыя вынікі. То бок ён мог проста банальна пацвердзіць электаральную большасць і перамогу Александра Лукашэнкі, калі б туды былі дасланыя там шмат бюлетэняў, калі б ніхто не перашкаджаў яго працы. Да? Вось разглядалі вы такі варыянт? Абсолютно. Когда мы создавали платформу, мы создавали ее исключительно с инженерной точки зрения для того, чтобы сделать вот этот дополнительный контроль голосов. Платформа никогда ни в каком пространстве не агитировала за того или иного кандидата или против того или иного кандидата. Единственная задача этой платформы была проверить, что у нас нет фальсификаций на отдельно взятых участках. И если бы платформа показала, что данные ЦИКа абсолютно и полностью совпадают с тем, что у нас есть в платформе «Голос», безусловно, никаких вопросов бы ни у кого не возникло, но сегодня эти вопросы возникают, поскольку эти данные отличаются друг от друга чуть более чем полностью. Ці можем мы прывесці які-небудзь прыклад? Учора «Голас» апублікаваў справаздачу, і вось гэтае адрозненне, да, наколькі яно дазваляе зрабіць выснову, што выбары былі ў Беларусі сфальсифікаваныя? Смотрите, оно на самом деле практически полностью это подтверждает, поскольку если мы берем конкретно «Голос», то есть отношение фотографий бюллетеней к официальным голосам за того или иного кандидата на избирательных участках, то в той выборке, которая у нас было 1310 протоколов с избирательных участков, которые мы анализировали. И это достаточно репрезентативная выборка, поскольку там в отчете у нас описано, она покрывает все области, она покрывает разные типы населенных пунктов. И вот в этой выборке каждый третий участок у нас оказался фальсифицирован. И более того, очень интересный факт, что люди, видя эти результаты, они уже сейчас начинают самоорганизовываться, чтобы пересчитывать эти голоса в офлайне и убедиться в этом. Поэтому именно вот работа платформы, именно выявленные фальсификации, именно возможность показать их наглядно на карте позволяет сегодня все эти фальсификации увидеть своими глазами. Потому что когда до этого кто-то говорит, выборы сфальсифицированы, то это либо выражается каким-то очень сложным аналитическим отчетом, либо это выражается просто какими-то голословными эмоциональными фразами. Платформа «Голос» — это достаточно профессиональный продукт, под которым лежит достаточно сильная база. Можно посмотреть фотографии, можно посмотреть карту и убедиться во всем самостоятельно. Вот это самый важный момент, потому что платформа «Голос» просто показывает то, что в нее загрузили пользователи. И выводы, которые она делает, эти выводы основываются именно на данных, которые нам прислали наши пользователи. Давайте падыдзем крыху да «Голаса» як да стартапа. Па-першае, распавядзіце, якія галоўныя праблемы давялося вырашаць вашай камандзе, не такой ужо і невялікай. 40 чалавек для стартапа насамрэч на пачатковых стадыях гэта вельмі шмат. Звычайна ён пачынаецца з 3-4 чалавек, да? Таму у пэўным сэнсе стартапам «Голас» называць не трэба, але я думаю, што мы знойдзем прыкметы стартапа ў ім. Вось над чым найперш вы працавалі? Якія задачы стаялі перад распрацоўшчыкамі? Для меня «Голос» — это абсолютно стопроцентный классический стартап, потому что просто стартап, прошедший свою эволюцию в очень короткие сроки. Причем не потому, что мы так хотели, а потому, что у нас не было другого времени и других сроков.
То есть голос действительно начинался всего с нескольких людей. Это было там 4 или 5 человек, костяк команды, которые начинали его делать. Все люди в этой команде занимались всем. Ну, то есть я занимался чуть-чуть менеджментом, чуть-чуть дизайном, чуть-чуть фронт-энд разработкой, как бы, и точно так же все остальные. И по мере своего быстрого развития, по мере того, как мы понимали, какие компоненты нам нужны, мы привлекали других волонтеров, то есть это стопроцентно волонтерский проект. И в итоге мы сформировали достаточно сильные децентрализованные команды. Одна из них там делала там странички, другая чат-ботов, третья безопасность, четвертая компьютер вижн и нейросети, пятая это там пиар и промоушен, у нас были тестировщики, у нас были дизайнеры. И по сути мы вот этот путь стартапа от там 3 до 40 человек прошли всего лишь за 3 недели. И при этом за 2 недели мы набрали базу в 1 200 000 пользователей, что, мне кажется, для любого стартапа очень даже хороший показатель. Это фантастика, это насамрэч фантастычныя лічбы, і каманда стварыла не проста нейкі прататып ці MVP, да, а стварыла гатовы прадукт, які у прынцыпе, ну, вось таксама, але крыху відаць пазней пагаворым пра гэта. Ну, все ж таки пытанне, якія праблемы вы вырашалі, і ці ёсць нешта унікальнае у тэхналогіях, якія ўжываюцца ў голасе. Ці ўсё ж таки самае унікальнае ў гэтай праграме гэта ідэя, да? Ідэя чэснага падліку галасоў і грамадскага контроля над выбарамі. Ну, идея в любом случае так или иначе витала в воздухе, потому что огромное количество людей в соцсетях высказывали эту идею, что нужно подсчитать голоса. Предлагались абсолютно разные механики: фотографироваться с паспортом, фотографировать лицо с бюллетенем, фотографировать просто бюллетень. Наверное, первая основная проблема, которую мы решали, это как нам сделать правильную дедупликацию пользователей при сохранении их анонимности. То есть именно для этого мы выбрали чат-боты и инструмент предоставления телефонного номера через чат-боты. Альтернативно рассматривался вариант с СМС, с подтверждением голоса, но в итоге мы его отвергли, потому что это было достаточно дорогое удовольствие, а проект, как я уже сказал, волонтерский, то есть у нас не было там лишних нескольких десятков тысяч долларов для добавления СМС-компоненты. Другая проблема, которую мы решали, это проблема безопасности. Мы прекрасно понимали, что, скорее всего, на начальном этапе проект не воспримут серьезно, но как только воспримут, то нас, естественно, попытаются либо додосить, либо отключать. Мы были уверены, что в стране не будет интернета, и мы сразу же угадали это. То есть, соответственно, мы изначально проектировали систему, которая была бы работоспособна при всех этих условиях. При условиях атаки на систему, при условиях, что базу данных могут слить, при условии, что интернета в стране может не быть. Именно поэтому самое необычное в нашем стартапе было продумать, как бороться со всеми этими компонентами, либо как сделать так, чтобы все эти компоненты не оказали существенного влияния на работоспособность системы. И мне кажется, нам удалось это сделать, несмотря на то, что нас пытались подменить 9 числа, несмотря на то, что 3 дня в Беларуси не было интернета, мы все равно собрали практически всю информацию, которую мы хотели собрать, что говорит о том, что хорошая команда заинтересованных волонтеров способна вполне себе потягаться с целой страной. Тое, што улады вырашылі рабіць, гэта не толькі тэхналагічныя перашкоды, як DDoS, як адключэнне інтэрнэту і нават як падмена платформы, але і ў пэўным сэнсе інфармацыйная вайна. Голас абвясцілі ненадзейнай праграмай. Я размаўляў з выбаршчыкамі, якія падтрымліваюць Александра Лукашэнкі, і яны казалі магічныя літары IP-адрас. Я ў іх пытаўся, што такое IP-адрас. Яны, вядома, не адказвалі, але вось гэтая думка: у нас нешта скрадуць, IP-адрас, падменіць, фальсіфікацыя, голас, персанальныя дадзеныя, вось яе атрымалася у людзей неяк укінуць. Ці былі ўвогуле у вас магчымасці і нейкія шансы, як вы думаеце, пазбегнуць такога ўплыву? Я думаю, что
Ну, то есть, смотрите, я вначале отвечу там на вопрос про персональные данные, потому что до сих пор многие люди задают этот вопрос. Да. Единственные персональные данные, которые голос собирал, это номер телефона, который тут же шифровался, и даже мы до сих пор его там расшифровать никак не можем. А больше голос не собирал ничего, то есть мы не просили ни фото, ни паспорт, ни имени, как бы. И если мы подумаем, то даже если бы мы не шифровали телефон, то сегодня человек оставляет свой телефон, там, делая любую скидочную карту или подписываясь на любой сервис в интернете. Ну, то есть, как бы, поэтому с точки зрения потери персональных данных эти обвинения были, безусловно, смешны. Очень интересно, что все эти обвинения начали появляться ровно в тот момент, когда «Голос» начал набирать около 1 зарегистрированных пользователей. И я думаю, что в этот момент в нем почувствовали угрозу, поскольку... Я таксама гэта заўважыў. Прыкладна, калі было 700-800 тысяч, улады пачалі супрацьстаяць близко, «Голосу». близко, Да. да. Именно в этот момент как бы мы стали обнаруживать, что у нас появился прямо прайм-тайм на БТ, на ОНТ. Огромное количество аналитиков стало рассказывать, что их банковские карточки украдут при помощи «Голоса». И, безусловно, это была информационная война, это был информационный метод воздействия на граждан, точно такой же, как и запрет на фотографирование, которого на самом деле не было, точно такой же, как убирание шторок и все остальное. Ну, то есть с нами боролись не технологическими способами, с нами боролись Психологичными и информационными, да. административными способами. И это на самом деле как бы было тоже немножко печально, потому что очень сложно бороться с технологией такими старыми вещами, и именно поэтому и не получилось, я считаю, с «Голосом» что-то серьезное сделать, потому что там с технологиями 21 века пытались бороться с технологиями 20 века. Ну, то бок за дзяржаву крыху сумна, якая засталася... Да. Вы знаете, нам тоже было обидно. Мы думали, что лучшие хакеры страны придут нас взламывать, а они не пришли. И мы, ждали, а их не было и не было. Ну, і мне ўдвая абідна, таму што тое, што я тлумачу пра «Голас» ізноў жа ў дыялогах з прыхільнікамі Лукашэнкі, гэта тое, што у цэнтр выбаркама і ва ўрада і ва ўсіх чыноўнікаў была выдатная магчымасць даказаць раз і назаўсёды, скарыстаўшыся гэтай платформай, што Александр Лукашенко чэсна выйграе выбары. Але чамусьці замест таго, каб скарыстацца гэтай магчымасцю, яны вырашылі усімі сродкамі перашкаджаць працы платформы «Голас». І для мяне гэта, вядома, сімптом. Гэта не наўпросты доказ таго, што нешта сфальсіфікавана, але гэта відавочны доказ таго, што нешта тут не тое. А ўжо матэрыялы «Голаса» яны даказваюць фальсіфікацыю. Шмат вельмі нам пішуць у каментары зараз у сацыяльных сетках. Большасць каментароў з падзякамі. Вы ўсё робіце правільна, мы ўсё робім правільна і гэтак далей. Гэта вельмі прыемна. Нагадваю ўсім, што можна зараз глядзець гэты эфір. Гэта жывы эфір у сацыяльных сетках і на Ютубе Еўрарадыё. Але ёсць і пытанне. Напрыклад, ці можаце вы падзяліцца «Голосам» платформай з расійскімі калегамі, напрыклад, са штабам Навальнага. Адразу ж у каментарах ужо тут кажуць, пішуць, што Навальнага няма ўжо, але спадзяемся на лепшае, і штаб Навальнага ўсё ж такі ёсць. Ці разглядаеце вы магчымасць падобнага маштабавання? Смотрите, безусловно, мы сейчас работаем над тем, чтобы выложить «Голос» как платформу в open source, когда абсолютно любые страны, абсолютно любые центры избиркомы смогут этим воспользоваться. Мы не собираемся ничего утаивать, нам наоборот было бы интересно, чтобы IT-специалисты пришли, оценили, увидели, как это все работает, возможно, даже предложили какие-то улучшения. Поэтому мы сейчас работаем над этим, думаю, что в течение нескольких недель эта работа будет завершена. И помимо России очень интересно, сегодня мне написал человек из Казахстана с очень похожим вопросом о том, что там скоро выборы, и они рассматривали возможность каких-то внедрения IT-продуктов и очень заинтересовались возможностью именно посмотреть на «Голос» как на IT-продукт, который доказано сработал в Беларуси. Але ўсё ж таки вы не кажаце зараз пра «Голас» як пра камерцыйны праект.
Нет, конечно, безусловно, это не может быть коммерческим проектом. Он создавался волонтерами, и мы бы очень хотели, чтобы он приносил свою пользу дальше, поскольку мы создавали его исключительно там на своей личной энергии и альтруизме. Я думаю, что ни про какую коммерциализацию здесь речь идти не может. Ну мне нават крыху шкада, таму што праект сапраўды створаны, праект сапраўды паспяховы, і калі атрымалася б з яго дапамогай зарабляць нейкія грошы, імі можна было б падтрымліваць тых, каму ў Беларусі гэтыя грошы патрэбныя ўжо зараз, тых рабочых, якіх звальняюць там з прадпрыемстваў, тых людзей, на якіх навешваюць штрафы, ці маглі б быць патрэбныя. Але я так разумею, Мы очень прабачце. надеемся, Мгм. да, вы знаете, мы очень надеемся, что сегодня в обществе достаточно большое количество людей, включая IT-индустрию, которые будут готовы поддержать этих рабочих. И я думаю, что «Голос» бы здесь стал той каплей в том огромном море, которое вокруг этого можно сформировать. И я очень жду, что IT-индустрия нашей страны действительно будет помогать всем этим людям, потому что мы прекрасно понимаем, что только все вместе мы можем что-то изменить. Добра, можа голас можа паспрабаваць сябе на іншым рынку, на рынку дзяржаўным, скажем так. Бо, напрыклад, урад нейкай краіны таксама можа быць зацікаўлены ў тым, каб атрымаць дадатковы доказ таго, што выбары праводзяцца сумленна і аб'ектыўна. Я ўсё ж такі хачу, каб голас стаў, мы ў стартапніцы, да, праграме пра прадпрымальніцтва, быў прадстаўлены як нейкі камерцыйны прадукт. Але Павел супраціўляецца. Понимаете ли, для меня, ну, как бы так сказать, для меня тот человеческий фактор, человеческий капитал и факт становления гражданственности в нашем обществе, который мы получили при помощи «Голоса», для меня это ценнее, чем деньги. Хотя деньги — это, конечно, тоже очень хорошо и может этому помочь еще больше. Мы подумаем над этим. Як вы лічыце, што можна зрабіць зараз, каб голас выклікаў ужо больш даверу ў беларусаў, якія сумнеюцца? Ну, наш з вами эфір, у якім мы ўсё тлумачым, гэта добра, але некія вось інфармацыйныя ўздзеянні на тых, хто дагэтуль сумнеецца ў тым, што гэтая платформа адлюстроўвае аб'ектыўную рэальнасць, аб'ектыўныя дадзеныя, нікога не падманвае. Што, напрыклад, нам, журналістам, казаць гэтым людзям? Што суседзям, якія адпраўлялі ў голас свае галасы, тлумачыць тым суседзям, якія, я не ведаю, па лесвічнай клетцы, да, нават, якія казалі і лічаць дагэтуль, што вось голас небяспечны і яму давяраць нельга. Это очень хороший вопрос, потому что, с одной стороны, отчет нашего проекта, он будет прикреплен к жалобе наших юристов в ЦИК, в Верховный суд. Мы активно будем распространять его среди мирового сообщества. Я уже, собственно, рассказывал его Сейму Литвы. Но это только одна узкая часть, в которую не вовлечено наше общество, вот как общество в целом. Вторая часть, на которую мы тоже очень надеемся, это на то, что, ознакомившись с этими результатами, увидев фотографии, увидев участки на карте, люди могут продолжать самоорганизовываться, то, что они очень хорошо делали во время выборов. То есть они могут отстаивать свои голоса, собирать коллективные жалобы, собирать подписи у людей, которые подтверждают своей подписью, за кого они голосовали, идти с этой информацией тоже в суды, мы можем подготовить инструкции о том, как это может работать. То есть мы хотим, чтобы наше общество, понимая, что его обманули, тоже прикладывало усилия, то есть чтобы это было не проблемой узкой группы адвокатов, а чтобы каждый человек понимал, что его проблема сегодня в том, что его обманули, и что он может что-то сделать для того, чтобы этот обман не оставался безнаказанным. То бок ваше ўспрыманне працэса такое: айцішнікі далі інструмент, а карыстацца ім мусяць самі людзі, калі ім гэта патрэбна, калі яны адчуваюць у сабе сілу і патэнцыял. Неяк так. Конечно. У прынцыпе, голас ад пачатку быў менавіта такім інструментам. Калі б ніхто не вырашыўся загрузіць туды свае бюлетэні, фотаздымкі сваіх бюлетэняў,
нічога б і не атрымалася ўвогуле. Але цяпер трэба працягваць. І людзі мусяць таксама самі звяртацца так да сваіх цэнтраў выбаркамаў, а спярша адзін да аднаго, каб каардынавацца, каб глядзець, да? Вось такі працяг мусіць быць у «Голаса». Да, совершенно верно. И мы видим, что уже сегодня есть огромное количество активных людей, которые сами начинают заходить в чаты своих домов, которые начинают ходить по подъездам, которые сами очень быстро способны удостовериться в том, что то количество голосов, которые за того или иного кандидата официально выдал Центр избирком на их участке, никак не совпадает даже с первыми 3 листочками, на которых стоят подписи их соседей. Мгм. И поверьте, подпись на листочке психологически гораздо более сильный инструмент, чем фотография в интернете. Потому что она доказывает все гораздо лучше голоса. Просто голос становится той отправной точкой, после которой люди могут убедиться во всем самостоятельно. Мне здаецца, што «Голас» — гэта выдатны прыклад таго, што зараз называецца «Civic Tech». Нейкія стартапы, якія спрыяюць развіццю грамадства. Што вы будзеце рабіць далей? Ці ёсць планы заставацца у гэтай сферы, у гэтым кавалку экасістэмы стартапаў? Ці ўсё ж такі зараз распрацоўшчыкі «Голаса» добра, ўсё мы гэта зрабілі, усім дзякую і вяртаемся да сваіх паўсядзённых абавязкаў, працы і пра гэтую гісторыю лета 2020 года забываем? На самом деле, вы знаете, это был достаточно интересный проект, и несмотря на то, что практически все наши разработчики — это люди, у которых есть основная работа, и большинство из них, включая меня, брали отпуск, потому что этот проект занимал там 200% нашего времени. А сейчас мы видим, что этот проект может эволюционировать в достаточно другие интересные плоскости. Например, этот проект может стать одним из инструментов республиканского голосования по вопросам того же самого координационного совета, например, поскольку, обратите внимание, мы достаточно неплохо решили проблему авторизации и дедупликации пользователей, сбора их уникальных голосов, и теперь, по сути, у этого проекта может быть абсолютно разное развитие. Мы сегодня буквально первый день когда мы опубликовали наш финальный отчет, мы там чуть-чуть вдохнули воздуха, остановились, осмотрелись. И сейчас мы думаем, в какую сторону проект будет развиваться дальше, поскольку просто так уходить с него никто не хочет, и мы просто думаем, куда теперь наши знания применить, куда его развивать, и как мы еще кому-то можем помочь, и что такое будет новый голос, и какую функцию он будет нести. Но пока что мы точно все остаемся в строю и планируем развивать проект дальше. То бок каманда сфарміравалася і не плануе разбегацца, яна плануе развіваць проект. Ну, основная часть команды — да. То есть кто-то думает, кто-то решил уже точно оставаться, но пока что мы видим, что проект точно не остановится. Гэта выдатна. Задаюць пытанне, рэальна ли доказать про фальсификацию выборов, используя голос в юридическом плане, и кому это нужно доказывать? Мы, здаецца, крыху кранули, але, может быть, Да. еще раз у 2 словах, да, значится, трэба браць... Прабачце, Павел, да. Я ўвесь час імкнуся адказаць на пытанне за вас, потому что я уже все зразумеў, в принципе. Все в порядке, у вас получается не хуже, чем у меня, поэтому мы можем разделить эту ответственность на двоих. Все ж таки первая крайница лепш. Да. На самом деле вот этот отчет голоса в числах, он будет предоставлен в Верховный суд. Вместе с ним будут предоставлены нарушения, собранные во время выборов. Это огромное количество, это 1000 нарушений, многие из которых имеют фото-видео материалы. Безусловно, мы не надеемся на то, что мы просто принесем весь этот пакет жалоб, и Верховный суд скажет, да, выборы признаются недействительными, но мы надеемся, что вот это давление общества, давление мирового сообщества и вот эта слишком явная фальсификация, они все возымеют свое действие. И я бы хотел подчеркнуть про вот это слишком явное, потому что вы совершенно правильно сказали, если бы кто-то подошел с умом к процессу выборов в нашем Центре избиркоме, то, в принципе, и голос мог бы совпасть с итоговыми результатами, и мышь бы, наверное, рядом не подкопалась.
Но если мы откроем тот же отчет «Голоса», то мы увидим, что даже на самых первых страницах мы даже вообще еще не трогая «Голос» сравниваем ЦИК с ЦИКом, то есть официальное количество голосов, которые ЦИК отдал за Тихановскую, против количества голосов из протоколов, которые мы собрали. И вот те протоколы, которые полностью Минск не покрывает, в них уже большее количество голосов за Тихановскую, чем то, что дал ей ЦИК. Ну, то есть это значит, что ЦИК не видел эти протоколы, он не пересчитывал эти данные, он выдал какое-то число совершенно от балды. И вот уже это пугающий факт, потому что, по сути, ну какие могут быть выборы, если ЦИК вообще не смотрел в протоколы избирательных комиссий? Это же смешно. Мне таксама здавалася, і я спрабаваў тлумачыць гэта расійскім сваім калегам, журналістам, што ў Беларусі галасы ніхто ўвогуле не будзе лічыць. То бок тое, што адбываецца на ўчастках і нейкія лічбы, то бок яны ўсе казалі пра кантроль, пра тое, што ну там як же так, як же это можна, да? Вось, што лічбы будуць абсалютна адарваныя. І голас, я так разумею, фактычна даказаў гэта тым, што нават тая колькасць протаколаў, якая была дасланая, у іх запісана больш галасоў за Тихановскую, чым Тихановская атрымала па афіцыйных звестках. Вось такая сітуацыя. Просто тут ізноў жа у нас ёсць у каментарыях не толькі, як гэта сказаць, прыхільнікі, але і хейтары. Яны пішуць, што ага, значыцца, голас ўсё ж такі апынуўся бескарысным, таму што зараз ніхто не пойдзе разбірацца, бюлетэні ўжо найхутчэй знішчаныя, пратаколы увогуле хто іх ведае дзе, у большай частцы участкаў пратакола увогуле не вывешваліся ці вывешваліся так, каб назіральнікі іх не пабачылі. Вось, але вось, калі ласка, відавочны факт, і ўсё гэта не проста нейкія абстрактныя падлікі, гэта ўсё фотаздымкі, якія былі атрыманыя праз платформу «Голас». Павел, ці ёсць нейкае пытанне, якое варта было б яшчэ нам асвятліць? У нас засталася літаральна хвіліна ў эфіры, і можа быць, я не ведаю, што вы будзеце рабіць, калі ўсё ж такі беларускі народ не зможа цяпер даказаць сваю правату, не зможа настаяць на перавыбарах, і той урад, які зараз ёсць, ён захаваецца. Вы знаете, мне очень сложно в это поверить, поскольку в этот раз, я думаю, что выборы пошли совсем не по тому сценарию, который для них изначально готовила власть. Я думаю, что изначально никто не думал, что будет какое-то несогласие, что все пройдет, как там на недельку все напряглись, а потом разбежались. А сейчас, когда мы видим все это широкое освещение фальсификаций, когда мы видим участие людей, когда мы видим, как общество сплочается вокруг и этих результатов, и бастующих, и недоверия к власти, я верю, что даже если что-то не произойдет в ближайшие дни, то, наверное, что-то произойдет в ближайшие недели, потому что страна стала совсем другой. Ну, то есть в стране впервые появляется полноценное гражданское общество, которое не готово к тому, чтобы их так цинично обманывали. И вот этого не было раньше. Мне кажется, раньше это были какие-то такие единичные случаи, островки, там где-то старые позиции, где-то новые позиции. А сейчас практически половина страны стала оппозицией. И именно поэтому я не верю, что это просто так пройдет безнаказанно. Именно поэтому я считаю, что «Голос» сыграл в этом огромную роль. И я очень надеюсь, что я скоро смогу вернуться в безопасную новую страну, обнять своих друзей и вспоминать историю этого сумасшедшего стартапа, попивая, я не знаю, там чашку кофе и слушая джаз, а не скитаясь по различным странам для того, чтобы не приезжать сейчас в Беларусь. Што ж, насамрэч вельмі шкада, Павел, што вас зараз няма ў Беларусі, таму што па вечарах, калі беларусы сканчаюць працаваць, выходзіць на вуліцы, гэта абсалютна іншая краіна, чым была 3 месяцы таму. Да. Тут просто у мяне ёсць знаёмы, які на 5 дзён з'ехаў, вось на мінулым тыдні вярнуўся і кажа: Господи, куды я трапіў? Тут жа разгул дэмакратыі, лібералізацыі, бел-чырвона-белыя сцягі паўсюль. Назіраць за гэтым, канешне, вялікая фантастыка, і я таксама спадзяюся, што ўсё ж такі у вас будзе шанец вярнуцца сюды, пабачыць гэта ўсё сваімі вачамі і пажыць у гэтай новай Беларусі побач з намі з усімі.
Вось на такой пафаснай ноце мы скончым сённяшнюю стартапніцу. З намі на сувязі, не скажу з якога горада, быў Павел Лібер, супрацоўнік адной з буйных беларускіх IT-кампаній і адзін з распрацоўшчыкаў, адзін з 40 распрацоўшчыкаў платформы «Голас». Дзякую вам, Павел, за вашу працу. Дзякуюць усе у каментарах у наших, не ўсе, хто дзякуюць, те дзякуюць, да? Вось. Это нормально. Ну и да. В этом же есть суть демократического общества, Так. когда все имеют свое мнение. Так, насамрэч, я таксама думаю пра тое, што будзе, напрыклад, з Еўрарадыё, калі Александр Лукашенко сыдзе. Калі ён пераможа, то зразумела, што будзе. Я песіміст у гэтым плане. А вось калі ён сыдзе і прыйдзе новая ўлада, мне здаецца, што нам таксама давядзецца заставацца ў апазіцыі, і зноў жа мы не адчуем ніякіх падзякаў з таго боку. Але прынамсі, цяпер простыя беларусы дзякуюць нам за гэты эфір і дзякуюць Паўлу за тое, што ён працаваў над стварэннем платформы «Голас». Всё. Градус пафаса зашкальвае. Вось пафас 80-го левела. Павел Поспехаў, спадзяюся пабачыцца з вамі неўзабаве. Тут у Беларусі цёзка Паўла Лібера, Павел Свердлоў, працаваў пры мікрафоне ў студыі Еўрарадыё. Пачуемся.